Пожалуйста, представители и самообращающая сторона, у вас есть вопросы? Представитель Верховного суда. Скажите, пожалуйста, решение Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 19 марта 2014 года за номером 22-Р, действующее согласно части 3 статьи 62 Конституции Кыргызской Республики, в котором указано прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности, не допускается, если обвиняемый против этого возражает, например, считая себя невиновным. В этом случае производство по делу продолжается и завершается при наличии к тому оснований постановлением обвинительного приговора с освобождением осужденного от наказания. Является ли мотивировочная часть неотъемлемой частью решения? И является ли обязательной для исполнения всех госорганов, в том числе судов нижестоящей инстанции, при разрешении дел и прекращении уголовных дел? В соответствии с конституционным законом о Конституционном суде прямо указано, что решения являются обязательными для исполнения, но именно то, что выделяя мотивировочная часть является обязательным, такой нормы нету. Но тем не менее все-таки суды при рассмотрении дел мы, конечно, мы в целом читаем и в целом рассматриваем, потому что оно именно резолютивная часть, она же вытекает из мотивированной части, из мотивировочной части. И я бы так ответила бы, так выделять из решения какую-то часть. То есть уточняющий, мотивировочная все-таки является обязательной или нет? Потому что судьи первой и второй инстанции игнорируют мотивировочную часть и берут только резолютивную часть. Поэтому скажите, пожалуйста, уточняющий вопрос. Мотивировочная все-таки, она как-то может существовать, точнее резолютивная часть может как-то существовать без мотивировочной части? Мотивировочная часть идет в связке и также в совокупности как-то единое целое. Или же все-таки Верховный суд рассматривает как только резолютивную часть? Нет, конечно же, мы в целом изучаем решение Конституционного суда и руководствуемся. Иногда бывает так, что резолютивной части Конституционный суд приходит к выводу о том, что оно не противоречит. Но тем не менее, в мотивировочной части они содержатся некоторые рекомендации либо направления, которые надо учитывать. Это не только судам, это всем надо учитывать. Тогда такой вопрос. Скажите, пожалуйста, судебная практика на сегодняшний день, да, прекращение, мы видим на моем примере, как потерпевшего, прекращение идет, во-первых, постановлением, да, во-вторых, полностью игнорируется мотивировочная часть действующего конституционного решения, где прямо указано, что нельзя прекращать. Тем не менее, у меня есть, если нужно, на обозрение предоставлю, у меня есть решение Первомайского суда, где также прекращено постановление, но судья счел обязательным указать, что обвиняемый вину свою признает и не оспаривает обвинение, установлено в судебном процессе. То есть обязательно это указывает. Это То есть уголовном, да? тоже, да, уголовное дело, прекращение, также постановлением за истечением срока давности. Все то же самое, только там по-другому. Вину признавал, да? То есть в данном случае на заданный вопрос он, конечно, ответил, что он признает, но это отмечено в протоколе. Если те, кто не признал, судья, там очень много обвиняемых было, и судья там продолжил производство по делу тех, кто не признал той части. А этих признал виновными и освободил от наказания, причем выделил обязательное возмещение материального ущерба. То есть какая на сегодня практика? То есть получается нету единообразия? В принципе, поняла ваш вопрос.
Вот если исходить из части 4 статьи 27, прекращение дела по основаниям, указанным в пунктах 10, 11, 12, 12 это как раз применение исковой давности, да, не допускается, если обвиняемый возражает против этого. В этом случае производство по делу продолжается и завершается при наличии к тому оснований постановлением оправдательного приговора или обвинительного приговора с освобождением осужденного от отбывания наказания. Тут буквально, если понимать эту норму, то получается здесь обвиняемый, если имеет возражение, то суд не имеет права прекращать, если он должен довести до приговора. А если он не возражает, если от него возражение не поступило, он в принципе согласен с тем, чтобы прекратили, да, за истечением. Но здесь для суда нету такой, скажем, такого требования или такой нормы, такого положения, что признание вины тоже является, скажем, обязательным компонентом для того, чтобы прекращение. Вот поэтому, наверное, и практика такая, что суд, если он не возражает, но при этом он вину не признает, то в этом случае суд вправе это прекратить, вот, применить пункт 12. Но здесь, как я уже отметила в своем выступлении, все-таки прекращение по истечению сроков, он является не реабилитирующим. То есть тем самым он не оправдан, он не доказал свою невиновность, правильно? И то, что он не признает вины, это его не освобождает от ответственности, которые могут потом впоследствии возникнуть, да? Ну, в данном случае в части возмещения ущерба. То есть, если даже он вину не признает, но тем не менее он понимает, что такое, скажем, процессуальные действия потом повлекут для него определенные обязательства. Но тем не менее, как с учетом, ну вы же тоже 95-ю статью, 3-ю часть приводите же, да, что там написано именно то, что обвинительным приговором, если установлено, и, видимо, может быть, некоторые судьи, исходя из этого, исходят, что, то есть, обвинительный акт, он должен быть обязательным. Поэтому я сейчас не буду утверждать, это правильно или то неправильно. Каждый судья при вынесении своего судебного акта, он руководствуется Конституцией, законами, кодексами, и давать оценку я не могу, но тем не менее вот именно то, что обратной силы придавать, вот если мы вернемся к предмету рассмотрения, поскольку это уголовно-процессуальный кодекс, обратную силу придания именно судами, она, ну скажем, не совсем правильно будет, потому что, исходя из статьи 3, прямо здесь указано, что во второй части уголовно-процессуальный закон, возлагающий новые обязанности, отменяющий или умаляющий прямо или косвенно право участников процесса, ограничивающий их использование дополнительными условиями, обратной силы не имеет. То есть, ну, конечно, вот как вы уже отметили, что в данном случае это стало в пользу обвиняемого, да, но ставит неравное положение потерпевшего, да, скажем так, прав потерпевшего, скажем. Но мы тоже, Верховный суд, мы тоже, как вы уже сами тоже отметили, такие споры приостановили и тоже сегодня пришли с доброй надеждой, что мы все-таки в создавшейся ситуации получим достойный ответ, и все-таки у нас у всех цель одна, чтобы обеспечить равноправие сторон и
достижения того, чтобы неотвратимость наказания и то, что обязательства по договору должны исполняться, то есть все, которые принципы общеустановленные, они будут достигнуты. Ну, все-таки вот выслушав ваше, что получается, правильно ли я понял, что позиция Верховного суда в данный момент игнорирует решение Конституционной палаты Верховного суда, где сказано, что прекращение не допускается, если обвиняемый против этого возражает, считая себя Виталий невиновным. Владимирович, она так не сказала. Она Нет, так нет. не сказала. Нет, Не просто нужно утрировать и каким-то образом. Как уточняющий просто хочу. Вы не что- задаете вопросы, вы делаете выводы относительно ответа представителя Хорошо. Верховного суда. Вы сказали, что каждый судья имеет право выбирать, хочет он прекращает, хочет не прекращает. Не выбирает, Тогда в вопрос, соответствии с законом. все-таки является ли обязательным вот это вот решение, действующее решение Конституционного суда? Ну, я же Она же сказала, ответила. да, конечно, мы в целом рассматриваем, мы не выдергиваем из контекста, Всё хорошо. допустим. Тогда скажите, пожалуйста, вот получается отмена нормы 3.1, да? И как вот здесь все обозначили, образовался этот временной провал, да, до 24 года, почти 3 года. То есть в данный момент нарушались права потерпевших? Вот в данном случае я бы немножко отступление сделала бы. Я сама тоже участвовала в этих круглых столах. И именно правозащитники, очень много было там и адвокатов, и юристов, они делали анализ, проводили вот именно анализ и судебной практики, и следствия, и они именно били тревогу о том, что именно те споры, которые подлежат разрешению в гражданском порядке, они люди, чтобы быстрее как бы получить, скажем, результат, что ли, или воздействовать на ответчика, начали именно обращаться в правоохранительные органы заявлениями о том, что имеет место быть мошенничество. И начали бить тревогу таким образом, что идет злоупотребление правом со стороны заявителей, и что-то надо с этим делать. И вот именно я так думаю, что смею предположить, что именно вот этот вот и то, что отменили, да, вот в этой части, наверное, это было вызвано вот именно такими анализами, последствий таких анализов. И здесь именно то, что хотели сделать таким образом, ну, защитить, скажем, и ответчиков тоже, ну, потому что если, например, кто-то кредит взял, да, или кто-то взаймы взял, то это нельзя говорить о том, что они, скажем, априори мошенники, да. То есть по разным обстоятельствам у человека может сложиться обстоятельства такие, что он не может выплатить своевременно задолженность. Разные могут быть обстоятельства. И поэтому я помню сама тоже, когда участвовала, что вот такая практика очень сильно прогрессирует. И в связи с этим законодатель, именно пользуясь своими, скажем, правами, своими полномочиями, они решили таким образом его, видимо, отрегулировать. И тем самым здесь это в рамках гуманизации именно уголовного законодательства, декриминализации, да, некоторых норм, некоторых составов. Оно было вот, ну, тоже было добрыми намерениями, такие нормы были введены. Но тем не менее, потом, наверное, видимо, практика показала, что это тоже опять перекос может быть в другую сторону. И в этом году эту норму вернули. Ну, поэтому я, как и в своем выступлении же тоже сказала, что законодатель именно он определяет и я зачитала еще выдержки из решения Конституционного суда, что исходя из актуальности, из требований
общества, да, эти законы, они имеют такой характер, она может меняться, изменяться, вноситься дополнения, даже вот на утрату подаем, да, ну вот в данном случае вот эта норма, может быть, таким образом претерпела изменения. Есть еще вопросы? у Да, вас? тогда вот такой вопрос. Скажите, хоть закон Кыргызской Республики о внесении изменений в законодательные акты от 10 марта 2021 года об утрате силы, как раз вот этой части 3.1 статьи 26, сам утратил силу, имеет ли право на данный момент судьи, несмотря на то, что через 3 года данная норма возвращена, но она не имеет обратной силы, прекращать уголовные дела за истечением срока давности без возмещения материального ущерба? Ну, на тот момент, когда действовала норма, они имели право. Они, Нет, я на же- данный я момент же поэтому- имеют ли они право, даже то, что 3.1 утратила уже силу и сам закон утратил силу, то есть имеют ли право они все равно на данный момент прекращать уголовные дела за истечением срока давности без возмещения материального ущерба? Если сейчас рассматривают, Сейчас рассматривают, если да. сейчас во временном положении, то, что действующее же применяется. Нет. Ну, Это же не тогда уголовный кодекс. обращаемся к 12 статье, которая позволяет, и, как вы сказали только что, гуманизация там и все такое. То есть обратной силы закон, который новый в 2024 году вступил, он обратной силы не имеет. Да. Вот. Это хоть и утратила силу 3.1, но до сих пор порождает вот эти вот проявления, к которым судьи пытаются отнестись. Вот на данный момент имеют ли право судьи прекращать уголовные дела за истечением срока давности без материального ущерба, которые были совершены в тот момент? Нет, именно процессуальный кодекс, она применяется на момент применения. Это же не материальное право, это же процессуальное право. Вы не путайте вот эти два понятия. Я и не путаю. То есть вот просто на данный момент. Виталий Владимирович, она ответила на ваш Всё вопрос. хорошо. Не нужно путать нормы материального и процессуального права. Она вам ответила на ваш вопрос каким образом? Она сказала, что нормы процессуального права применяются на момент существования, на момент применения, необходимости применения. Вот о чем идет речь. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот дело прекращено постановлением, материальный ущерб не установлен, обвиняемый вину свою не признал, имеет ли право и сможет ли потерпевший, обратившийся в гражданском порядке, взыскать материальный ущерб, который не установлен, и без признания вины? Ну, если исходить из того, что это все-таки норма не реабилитирующая, то, что он не признал вины, и это его не оправдывает, это же не оправдательный приговор. Допустим, даже если параллель, да, если это возможно, конечно, привести. Вот, допустим, вы иск подали в гражданский суд. Ответчик говорит, я иск не признаю. Это автоматически его освобождает от того, что судья автоматически должен вынести решение об отказе в иске? Нет, наверное. Он же должен все-таки доказательства и все имеющиеся в материалах дела, исходя из этого, делать выводы. Он будет эти обязанности исполнять по решению суда? Или все-таки действительно он прав? Если он не признает иск, он опять же должен доказывать это же, правильно? Поэтому то, что вы хотите от меня услышать, именно тот ответ, который бы вас удовлетворил, наверное, я точно, наверное, не отвечу, наверное, скорее всего. Хорошо, у меня такой простой человеческий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в своей позиции Верховный суд отмечает, что и норма, утратившая силу 3.1, никак не влияет на права потерпевшего. И достаточные все механизмы, да, которые позволяют получить материальный ущерб и все такое. Почему я в течение 9 лет уже не могу получить просто материальный ущерб? Значит, эти механизмы недостаточные и не работают? Или
просто не знаю, или так практика сложилась, или просто этих недостаточно. То есть 9 лет я хожу уже 4 только прекращения, не говоря уже о возвратах. То есть за 9 лет, если бы были достаточные механизмы, то есть ответьте вот на такой вопрос. Существуют ли достаточные механизмы, если я, как потерпевший, 9 лет не могу просто получить материальный ущерб ни в уголовном судопроизводстве, ни в гражданском? Как я уже в своем выступлении ответила, что у нас достаточно регламентировано, скажем, да, вот такой порядок. Но так как вот вы утверждаете, что у вас там это не таким образом, вот вы поэтому обратились в Конституционный суд, и, наверное, Конституционный суд и скажет в своем решении. Вы, я не знаю, какой ответ вы от меня ждете. Ну тогда последний короткий. Вот если нету приговора и, как вы сказали, нереабилитирующие обстоятельства, да, все это, я обращаюсь в гражданском порядке. Ваше мнение, я должен быть освобожден от государственной пошлины? Исходя из кодекса о неналоговых доходах, да. Все, у меня все, спасибо. Хорошо. Можно, да, у меня вопрос? Да. Уважаемый суд. Скажите, пожалуйста, вот относительно то, что вот обращался Тепляков, и Верховный суд давал указания нижестоящим судам в своих решениях, но они игнорировали, да, вот этот момент. Является ли это как бы разночтением, игнорированием указаний в практике? Ну, вы знаете, я, наверное, затрудняюсь ответить на такой вопрос. Хорошо, тогда вот из вашей позиции вы ссылаетесь на часть 1.3 статьи 71 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, то есть там вы указываете то, что именно возмещение материального ущерба и компенсации морального вреда, да, то, что может быть взыскано независимо от освобождения уголовной ответственности. В данном случае именно каким судебным актом должно быть принято решение приговором или постановлением? Ну, если исходить С позиции вот Верховного в суда. настоящее время, да? Да. Ну, в настоящее время уже внесли же изменения, что если, допустим, он не возместил ущерб, независимо от того, что он хочет, что по истечении срока он согласен, в принципе, там прекратить. Но если там есть вопрос возмещения ущерба, то суд не должен прекращать. Хорошо. И вот Это вы... уже такую норму уже поэтому уже ввели. И тогда, если там истечение срока, как вот в 4-й части я вам тоже зачитала, вы прекрасно тоже знаете, то без назначения наказания, но в то же время будет решен вопрос по ущербу. Хорошо, вот такой вопрос. Вы также отметили относительно практики там на круглом столе, то, что именно сейчас идут возбужденные уголовные дела, хотя это усматриваются гражданские правоотношения. Но в данном случае, получается, у Теплякова было возбуждено уголовное дело по мошенничеству, и, получается, постановлениями, своими решениями суды первой инстанции его направляют в гражданский суд, при этом как бы не установив вину. Не будет ли вот это вот последствием того, то, что если он, например, обратится в гражданский суд, и там все-таки вынесут решение в его пользу, основанием для пересмотра вот этого постановления в части незаконного привлечения к уголовной ответственности вот этого Разваляева? Последствия не будут ли? Если он докажет, что его незаконно привлекли? Да, потому что именно здесь, получается, доказательством Он имеет служит в виду, что в расписка. гражданском порядке отказано удовлетворение, например, исковых требований. Нет. Если, например, в гражданском порядке суд вынесет решение, итоговое решение о взыскании суммы, так как там именно расписка, то получается долговые обязательства. В данном случае вот это вот, которое ему было предъявлено обвинение, автоматически же будет подвергаться сомнению, соответственно, станет вопрос о незаконности привлечения к уголовной ответственности обвиняемого. Нет, но если он докажет об этом, что он незаконно привлечен именно как мошенник, но это же его не говорит о том, что он эти деньги, то, что не брал, или там, допустим, эти деньги, может быть, он вернул. Маргарита да, Насырхановна, речь о другом идет совершенно. Речь идет о том, удовлетворение в гражданско-правовом порядке исковых требований
не будет ли означать, вот как раз он возвращается к тому, что Да, здесь что- имели место исключительно гражданско-правовые отношения, а не уголовные, да? И оснований для того, чтобы привлечь и довести до суда, то есть и предъявить обвинение, полноценно провести следствие, да? И направить в суд, не является ли, не будет ли это основанием для того, чтобы потом его в уголовном Ну, порядке Я реабилитировать? поняла, да. В данном случае этот вопрос я с судебными коллегиями не обсуждала, поэтому это может быть моим частным мнением, поэтому лучше мне не отвечать, по-моему. Хорошо, спасибо. Все, вопросы есть еще? У меня можно? Давайте. Ответьте, пожалуйста, вот согласно Конституции Киргизской Республики обвиняемые потерпевшие обладают равными правами, да? Что и потерпевшие, что обвиняемые, да? Вот. Считаете ли вы, имеет ли право потерпевший, как вот, равноценный участник этого уголовного судопроизводства, высказать именно свое мнение по поводу того, что вот данное уголовное дело прекращается по сроку давности. Потерпевший свое Требуется мнение ли может высказать, да? согласие, да? Да. Требуется ли Не, согласие, да? Судья не спрашивает мнение у потерпевшего, а выносит прекращение. Имеет ли по право конструкции, потерпевший по свое мнение? действующему оно не требуется, Да. согласие потерпевшего не требуется. По Значит, действующему. судом оно не признается, да? Ну, если это кодексом это не Ну, всё, предусмотрено, правильно. то значит... Он суд же применяет руководствуется кодексы. кодексом же, правильно? Если там не прописано, Да, не значит прописано, он да. все. Спасибо. Так. Да. Самат Хаштабекович, есть вопрос у вас? Включите микрофон. Вопросов нет, спасибо. Хакель Джамилевич, давай, вам. Маргарита Насырхановна, скажите, пожалуйста, вы наверняка, готовясь к этому делу, изучали статистику. На сегодня, вот, на тот период, который вы обозначили, 2 года 10 месяцев, сколько примерно дел накопилось подобного рода, такой категории дел, уголовных дел, которые были прекращены постановлением Ну, суда к без... сож- К Нет, у вас нет? сожалению, я эту статистику не посмотрела, касса, извините. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Верховный суд давал свое замечание или предложение, когда вводилась эта новая, реабилитировали эту норму? Свои предложения. Нужно, не нужно? Именно когда последний раз в да, этом в году, 24 году. по-моему, мы возражений не давали. Вас не спрашивали? А? Вас Да, не спрашивали или не к нам не- на согласование приходит. Не да. приходило. У нас не было замечаний по этому вопросу. Замечаний не было. У меня к вам пару вопросов. Вы согласны с тем, что существует проблема правового регулирования по вот, данной ситуации? В целом я согласилась бы. Вот вы говорили об установлении единой судебной практики. Верховный суд четырежды, да, если я не ошибаюсь, рассматривал дело и четырежды, в общем-то, указывал на те, ну, скажем так, недостатки в применении норм процессуального права нижестоящим судам. Но тем не менее, как бы результат вот, ну, тот, который мы знаем, да. Какие-то вообще меры Верховный суд предпринимал после этого, ну, в частности, по этим делам? Ну, конкретно у Я, меня... честно говоря, впервые слышу, чтобы четырежды Верховный суд указывал одни и те же основания для отмены. И дело там уже на протяжении 9 лет ходит по кругу, да, так сказать. Ну, если в течение 9 лет, то, соответственно, и составы менялись, и руководство менялось. Я сейчас, у меня точного ответа нету, какие они конкретно именно данная коллегия применяла. Хорошо, присаживайтесь. Так, уважаемые участники судебного заседания, особенно я обращаюсь к обращающей стороне, да, формулируйте ваши вопросы без всяких подковырок, без этих. Они должны быть ясными и определенными, да, для того, чтобы, и я вас прошу не повторяться, не заставляйте меня снимать вопросы.
Хорошо?